Онкологический центр введен в эксплуатацию уже вот будет год 2 февраля. Сегодня мы уже работаем на полную мощность, весь онкоклинический центр. Сейчас мы находимся в центре лучевой диагностики, который у нас организован из 2 отделений. Это отделение лучевой диагностики и отделение ультразвуковой диагностики. У нас впервые появился ангиограф, у нас раньше не было. Это диагностические лечебные процедуры, внутрипросветные, внутрисосудистые, которые раньше были практически у нас недоступны. Приходилось пациентов отправлять в другие медучреждения за пределы республики. Вот этим летом, в июле, мы переехали в новое здание, и у нас появился ангиографический комплекс «Азурин-Би-20». Основная задача наша заключается, работа на нем, это внутрисосудистые операции, внутриартериальные, внутривенозные. Внутривенозные операции – это у нас порт-системы для химиотерапии, имплантации КАБа, фильтров. Так, и внутриартериальные манипуляции, в основном это химиоэмболизация опухолей печени при ГЦР, также эмболизация при кровотечениях. Вот, например, для больных, если у него появилось кровотечение изо рта, например, кровотечение каждый раз возобновляется, и там ему не могут сделать операцию по остановке кровотечения, там ставят тампон и так далее, но это временно только. А мы можем зайти через артерию, изнутри закрыть и эмболизировать, тогда эффект лучше будет. Без обширной операции можем закрыть сосуд, который кровоточит. 2 сентября 2024 года был установлен и введен в эксплуатацию МРТ «Сигна» трехтесловый. Такой аппарат на Дальнем Востоке стоит один из самых первых. И с введением этого нового аппарата мы проводим почти все диагностические исследования именно органов малого таза, печени, образования поджелудочной железы. И за период эксплуатации мы уже провели более 2000 исследований. Кабинет противоболевой терапии организован у нас в ноябре 2023 года. В данном кабинете наши пациенты получают специализированную медицинскую помощь по лечению хронического болевого синдрома, обусловленным онкологическим заболеванием. В структуре данного кабинета также проводятся малоинвазивные интервенционные хирургические методы лечения боли. Внедрены уникальные методы хирургического лечения. Работаем на нервных структурах малоинвазивным путем. Болевой синдром уходит на 75–80%. Операционный блок на 6 операционных залов. Здесь у нас происходит перекладка пациентов на операционные столы. Вот такие у нас передвижные операционные платформы. 12 штук на операционный блок и позволяет нам непрерывно менять пациентов с одного операционного зала. Здесь у нас информационный монитор, который показывает расписание сегодняшних операций, которые были, которые запланированы. Здесь мы видим, можем посмотреть фамилию пациента, диагноз и операционную бригаду. Все это вводится через операционную систему, консоль, и мы вот видим, что сейчас идет операция. Здесь у нас зал абдоминальной хирургии. Сейчас в настоящий момент идет операция. Мы можем посмотреть туда, посмотреть, какая операция идет, кто оперирует, диагноз. Можем проконтролировать жизненные витальные показания. Также можем посмотреть всю операционную бригаду, чем занимаются. И еще можем даже посмотреть саму операционную рану. Это непосредственно операционный зал. Как я сказал, он под торакальное отделение, поэтому расположение мониторов именно под торакальной операцией. Вот мы видим большой монитор. Он расположен непосредственно в этой области специально. Не просто так, потому что хирургу удобнее оперировать с той стороны, и доступ получается отсюда. Здесь у нас расположен эндоскопический комплекс, который нам позволяет оперировать малоинвазивным путем. Через небольшие разрезы устанавливаются порты,
через который вводится эндоскоп, видеоисточник, который нам помогает визуализировать рану, и инструменты. И сама интеграция выглядит так. Это монитор управления операционным залом. Здесь мы можем увидеть все видеоисточники. То есть это лампа, общая обзорная камера, камера в видеоэндоскопическом комплексе, монитор управления медицинской сестры. Все это сюда проецируется. Здесь мы можем управлять даже видеокамерами. Так. И также с этого монитора, с этой консоли мы можем управлять инженерными сетями. То есть температурой, влажностью, мы можем открывать двери, мы можем управлять операционным столом. В прошлом году выполнено более 5000 операций. Вот благодаря введению нового онкоцентра. Каждому пациенту присваивается индивидуальный штрих-код, который находится непосредственно у постели больного. Также данный штрих-код дублируется на индивидуальный браслет каждого пациента. Перед началом работы мне необходимо отсканировать QR-код, после чего автоматически открывается его электронная медицинская карта, где я вижу его личную информацию, данные о госпитализации, прикреплении к профильному отделению. Причем я могу подобным образом просматривать любого пациента, вне зависимости от того, в каком отделении он прикреплен и где находится. Тут у нас установлен гинекологический комбайн, электрохирургический аппарат, кольпоскоп. И тут мы одномоментно можем сделать малую операцию. Анестезиологи к нам приходят, это вот малая операционная наша под наркозом. Все малые операции здесь проводятся. Кольпоскопия, биопсии, конизация шейки матки. Начиная с прошлого года у нас открылась своя рентгеноперационная, и мы уже начали внедрять новую для нас методику. Это эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография. Это диагностика именно желчных путей, панкреатических путей, стентирование желчных путей и так далее. Еще у нас с прошлого года мы начали экспресс-цитологическое исследование, когда у нас пациент проходит на диагностику, обследование, мы у него берем сразу анализ и тут же сразу на месте выявляем, то есть подтверждаем, какие клетки там злокачественные, незлокачественные, моментально в этот же день. Раньше занимало уже много времени. Раньше, да, там обычно делали цитологию там 2-3 дня, да, у нас, по-моему. А сейчас это уже делается у нас тут в течение 10 минут мы уже подтверждаем цитологически. С этого года у нас произошла централизация центров амбулаторной онкологической помощи. С 1 января 2025 года эти центры являются нашими филиалами. Централизация была, скажем, продиктована временем, потребностью. Благодаря этим мероприятиям будет увеличена доступность лекарственной противоопухолевой терапии. Все обеспечение будет идти через онкодиспансер, то есть через нас, да? Контроль, мониторинг и повышение качества и диагностики, сокращение сроков диагностики и направление к нам в онкодиспансер на специализированное лечение, то есть сроков начала лечения. И от этого мы ожидаем, конечно, существенные положительные результаты. Показатели смертности от злокачественного образования за десятилетний период снизились на более чем на 20%. С этого года у нас начинается новый период национального проекта, который рассчитан до 2030 года. Очень достаточно много мероприятий будет реализовано в рамках нового национального проекта. Самое, скажем, такое кардинальное, это мы ожидаем строительства ПЭТ-центра на нашей базе. Это будет новое строительство, оснащение. На сегодняшний день доступность ПЭТ-диагностики у нас в республике, к сожалению, нету. Все пациенты направляются за пределы Якутии, в другие клиники, в другие учреждения.
В частности, у нас есть договор с Хабаровским краевым онкодиспансером, ПЭТ-центром, и также на ПЭТ-диагностику в центральные города России. Поэтому от нового национального проекта мы ожидаем внедрения новых методов, и строительство ПЭТ-центра будет замыкать, в общем, весь спектр диагностических лечебных процедур, он будет как бы замкнут в онкодиспансере, то есть все методы будут доступны.